Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Екатерина Данилова. Здравствуйте, на календаре пятница, 12 ноября. До окончания переписи населения осталось всего 3 дня. Более 90% жителей страны уже приняли участие в масштабном исследовании. Напомню, сделать это можно 3 способами. Дождаться, когда к вам домой придет переписчик, посетить стационарный участок, всего их в республике 370, или самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуги. Участникам всероссийского учета необходимо ответить на 33 вопроса. 23 общих: пол, возраст, образование, семейный статус, национальность. 10 же вопросов касаются жилищных условий. В среднем на заполнение анкеты уходит не больше 15 минут. В Цивильском районе после капитального ремонта открылся детский сад номер 3 «Родничок». Родители и дети по достоинству оценили изменения. Ребята сразу же отправились играть, а взрослые поделились своими впечатлениями. Говорят, с порога чувствуешь комфортную атмосферу. Детский сад стал очень светлым и ярким, но главное – теплым. Это был первый этап капитального ремонта. В этом году в здании полностью заменили систему отопления, электроснабжения, установили пластиковые окна, сняли деревянные полы, удлинили крышу, поменяли и все двери, рассказывает заведующая дошкольным учреждением. Вторым этапом мы хотим обустроить благоустройство и фасад здания. Мы планируем полностью ограждение поменять, асфальтированную дорогу, все площадки игровые и фасад здания обновить. Завтра в Национальной школе чувашской вышивки начнутся первые уроки. Ученикам предстоит освоить не только технику выполнения швов и стежков, но и изучить историю орнаментов. Именно такой метод обучения взяла на вооружение мастерица из Мариинско-Посадского района Раиса Федорова. С азами народного творчества мастерицу знакомили прославленные художницы Евгения Жачева и Зинаида Воронова. А сегодня она и сама с удовольствием делится опытом со всеми, кто желает прикоснуться к истории и традициям родного края. Очень работа мне трудно далась. Ну, думаю, медведь тоже научился танцевать. Я тоже научусь. Очень трудно было на занятиях. Ну, осилила, сделала. Получается. Геометрические узоры в чувашской вышивке всегда были наполнены смыслом, говорит мастерица. Например, чувашская тухья – это не просто головной убор, это настоящая вселенная, которая может поведать о многом. Уровнях мироздания, символах небесных светил, а также какой из групп принадлежит его обладательница – низовым или верховым чувашам. Однако интерес к искусству, что создавался веками, с каждым годом поддерживать все сложнее, признается Раиса Федорова. Тем не менее, она верит, что край 100 тысяч песен и вышивок не оскуднеет талантами. Пятница – время традиционной рубрики «Мобильный репортер». Над Чебоксарами зависли вымеобразные облака. По-научному они называются маматусами. Фото с таким названием разместили в одной из соцсетей. Необычный случай произошел в этот понедельник на дороге в столице республики. Баннер слетел с рекламного щита и накрыл лобовое стекло троллейбуса. Водитель не растерялся и сразу прекратил движение. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».